Поздравления и слова бесконечной благодарности педагогам. На неделе прошел День учителя. Люди, от которых зависит, пусть это громкие слова, наше будущее. Их задача не просто научить нас наукам, но и воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты и определиться с будущей профессией. Провести нас по шаткому мосту из детства во взрослую жизнь. В особенный день и поздравления от Раисы нашей республики. Цитата. «Ваша профессия во все времена считалась одной из наиболее важных и почетных. В отечественном образовании миссия педагога всегда состояла не только в обучении, но и в воспитании. Сегодня роль учителя в формировании у детей традиционных для нашей республики и страны духовно-нравственных ценностей, чувство патриотизма особенно актуально. Мы все были учениками и с благодарностью храним в памяти любимых педагогов, которые повлияли на выбор профессии и жизненного пути, научили быть смелыми и ответственными, справляться с жизненными трудностями», подчеркнул Рустам Минниханов. Герои нашего следующего репортажа – учительская династия Слушкиных. Для них это праздник не просто профессиональный, но и семейный. Александр и Елена – супруги и оба учителя. Оба из семьи педагогов. В их роду насчитывается 19 учителей, а это 5 поколений с общим педагогическим стажем 548 лет. Основоположник династии Александр Михайлович Марсальский был основателем церковно-приходской школы еще в конце XIX века. О призвании, которое передается из поколения в поколение, Диляра Юсупова. А вы прям с первого дня? Нет, мы сюда приехали. В каком году? Это я не знаю, это супруг знает. Вы уже забыли? 33 года. А, это стаж у меня 33 года. Где-то в 98 году, в 97-м приехал. Вот. Так давно в учителях, что и не помнит то ли стаж, то ли время пребывания в школе. Александр Слушкин показывает нам свою обитель. Это авиационная мастерская. Учитель физики сейчас мечтал стать летчиком в прошлом, но судьба привела в школу. Было трудно. Элитарная профессия в советское время после распада Союза стала нищенской, как и большинство в то время. Начинал я еще в 90-е годы, как раз были тяжелые, так скажем, времена, и учителя тяжело жили. Но вся страна тяжело жила, зарплату-то нам здесь вот конкретно выдавали спиртным. Да вы что? Да. Долгое время не выдавали, потом нам дали 18 ящиков водки. Как сейчас помню, водка называлась «Мамадышский рассвет». А мы строили дом, поменяли все это как раз на дерево, купили КамАЗ с прицепом досок, вот построили дом. Вот так как-то вывернулись. Теперь учит ребят моделировать самолеты. Он так и говорит: теория без практики все равно, что брак без любви. Чтобы интерес привить, я так думаю, им надо больше потрогать, чем послушать там что-то, посмотреть, те же опыты, например, по физике. Вот. То есть вы через практику заходите? Да, в основном все это через практику, потому что теоретически, конечно, оно интересно. Вот, например, задание ЕГЭ сдавать, экзамен, там в основном идет теория. А самый интерес прививается вот в 7-8 классе. Там у нас идут лабораторных работ большое количество, они несложные. Вот им это уже интересно. Вот на этом этапе они, если заинтересовались, то дальше у них уже как по накатанной идет. Практика – это хорошо, но без теории никуда. Классы в сельской школе небольшие, но то даже лучше. Индивидуальный подход. Про свою богатую династию Александр Михайлович скромно умалчивает. Но все нам рассказала его супруга. Она в соседнем кабинете, прививая детям любовь к великому и могучему. Михаил Васильевич Ломоносов, во главу угла, который ставил разум и сентиментализм, основоположником которого является Николай Михайлович Карамзин. Основоположник династии – вот этот строгий мужчина, Марсальский Александр Михайлович, родился в 1870 году. Он немного не дожил до своего столетия. Был диаконом Алатырской церкви в Чувашии. Две его дочери тоже были учителями и вышли замуж за учителей. И вот здесь второе поколение, как раз вот это Карасев Иван Иванович, дедушка моего мужа, который, к великому сожалению, погиб на войне. Мы о нем ничего до сих пор, какие бы запросы мы ни отправляли, мы о нем до сих пор ничего не знаем. Именно он стоял у истоков строительства школы, был директором школы. Вот когда я о нем читаю, и когда о нем
рассказываю, я почему-то вспоминаю книгу Натальи Севериной «Легенда об учителе». Там тоже говорится о замечательном человеке, который не смог остаться в стране, когда началась Великая Отечественная война. И, придя домой, он сказал жене следующую фразу: «Я не могу стоять и как священнослужитель благословлять моих учеников, отправляться на фронт. Для меня это было слишком тяжело, и он сам пошел добровольцем, пропал без вести. Вот по сей день дата его гибели вообще остается неизвестной». Его жена осталась одна с 5 детьми. Холод, голод, хлеб замешивали с осиновыми листьями, но все выжили. 3 из детей тоже стали педагогами. Одни из них – это и есть мать и отец Александра Михайловича с супругой Елены. Они ушли из жизни друг за другом. Свекр со свекровью мои, которые, к великому сожалению, достаточно рано ушли из жизни, причем, я все говорю, вот есть же понятие «лебединая верность». Вот к их семье на 100% вот это вот применимо абсолютно даже. Кто бы мог подумать, что сама Елена Владимировна пойдет в педагогику. Ее мама, педагог с 40-летним стажем, когда-то ей сказала: только не в школу. Перед тем, как подавать документы, с моей мамой состоялся разговор. Она, зная всю тяжесть и все трудности, которые связаны с работой в школе, все трудности вот этой вот профессии, она категорически была против. Очень категорически была против. Это первый и единственный раз, когда не послушал свою маму. Золотая медаль в школе, красный диплом и маленькая старая сельская школа на всю жизнь. Елена ни о чем не жалеет. Говорит, если хотя бы один из ее учеников вырастет порядочным человеком, миссия выполнена. Так думает и ее мама. Она живет в небольшой деревне Бишево в Апастовском районе. Полжизни проработала в местной школе. Но у нее за плечами было только училище. Я стала тут работать сначала математикой. Сколько? 4-5 лет, наверное, я математиком проработала. Потом у нас приехала учительница. У нее муж вот какой-то управляющий был. Ее вот математиком сразу взяли. Она с образованием. А на мое счастье, учительница, которая тоже приезжая была, она по русскому языку, она уезжала. И вот тогда, значит, у меня единственный был выбор. Вот так. Высшее образование она все же получила, когда ей стукнуло уже 40. Было всякое. Однажды ей пришлось работать с татароязычными учениками. Она не знала ни слова. Папа у меня, он еще работал кузнецом в татарских деревнях. Вот чего. И он знал много татарских слов. Ну и вот мы от него это еще вот... Ну а как их объединить, эти слова-то? Я, конечно, вот это самое строить предложение не могла. Начну по списку называть, где у тебя папа работает, предположим, в начальных классах в Харатунской школе. Тимир-Юл, то есть на железной дороге. Ну вот это я и Юл знаю, и Тимир знаю железно, ну думаю, на железной дороге. Ну вот таким образом. А как вы объясняли предмет? А как вот, и тут все, и жесты, и на руках, и... Теперь те самые ученики каждый год приезжают к ней целой делегацией, поздравлять с Днем Учителя и декадой пожилых людей. Людмила Васильевна давно на пенсии, ей 81, верит в Бога и в судьбу, которая написала ей призвание на роду. Как не поверить, если доказательства прямо на глазах? Прозвенел звонок, урок окончен. Можете быть свободными. Домашнее задание у всех есть. Они встретятся в коридоре и под руку пойдут домой из школы, чтобы дома снова проговорить о школе до утра. Работа не оставляет нас и дома, получается. Мы и дома никак не можем забыть о том, что случилось в школе. Мы в шутку называем это малым педсоветом. А уж если собираются все поколения нашей семьи, то это уже расширенный педсовет. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, 7 дней. На этом у нас все. Укытучы һөнәре җир йөзендә иң авыр һәм катлаулы, иң җаваплы һәм фидакар. Шул ук вакытта иң изге, мактаулы асыл һөнәрләрнең берсе. Яраткан укытучыларыбызны һәр вакыт рәхмәт белән искә алабыз. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания.